Несколько лиц из ближайшего окружения оппозиционного кандидата в президенты Абхазии выехали в Российскую Федерацию для дачи показаний. Об этом сообщают телеграм-каналы. По данным журналистов, они раскаиваются и оказывают содействие следствию. Беседы ведутся в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России и касаются событий, прошедшей в республике выборной кампании. Как установили российские следователи, сторонники проигравшего кандидата хотели использовать политический кризис в стране, чтобы прийти к власти. Пытались организовать беспорядки и оказывать давление на жителей Абхазии, в числе которых были и граждане России, которые, по их мнению, голосовали неправильно. В частности, совершили вооруженную провокацию в поселке Цандрыпш Гагарского района. В ней активное участие принимал Адамыр Пачалия, которого называют криминальным авторитетом. Агрессивные граждане не только запугивали местных жителей, но и вступили в перестрелку с сотрудниками МВД. СК России после этого возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Попытки расшатать ситуацию продолжились и во время проведения второго тура голосования. Однако, несмотря ни на что, убедительную победу в выборах одержал Бадра Гунба. Расследование, между тем, продолжается. В Следственном комитете напоминают, что для соратников оппозиционера есть еще возможность избежать уголовного преследования. Она предусмотрена российским законом для тех, кто помог следствию предотвратить террористические акты или раскрыть тех, кто их планирует и финансирует.